Сейчас мы находимся в Канте, где буквально месяц назад запустили производство отечественного растительного масла. Запустила его компания «Либин». Особые технологии и технические возможности предприятия позволяют производить масла высокого качества, ничем не уступающие более раскрученным маркам. При этом отечественное масло, оно намного доступнее для всех слоев населения. Например, вот такая 5-литровая бутылка обходится всего в 630 сомов. Сейчас мы находимся на складе предприятия, где зарождается сам процесс производства масла. И сейчас мы поговорим с исполнительным директором компании «Либин» Дмитрием Джаном. Процесс производства растительного масла у нас зарождается, конечно же, с семечки, с масляничной, которая содержит масло и жир не менее 50%. Благодаря технологиям, которые использует наша компания, мы добиваемся высокотехнологического масла, чистого, дезодорированного, рафинированного. То есть в процессе производства семечка, которую мы начинаем перерабатывать именно вот здесь, на этом производстве, она проходит процесс обрушки, обшелушивания семечки от шелухи. Дальше процесс производства, обшелушенное чистое ядро семечки переходит в прессовый маслобойный цеха, где путем сжатия и переработки под прессами выходит нерафинированное масло. Нерафинированное масло в дальнейшем переходит в цех рафинации, фильтрации, переработки, дезодорации и вымораживания дальнейшим поступлением на разливочную ленту нашего предприятия. В каком объеме сейчас выпускаете масло? В настоящее время мы только запустились. Планируемый объем в месяц это готового растительного масла подсолнечного в районе 300 тонн. В сутки где-то переработка достигает 10 тонн. В качестве сырья используется семечко, подсолнечник, который поступает к нам из Российской Федерации. Но в перспективе мы планируем в этом году уже с нашим Министерством сельского хозяйства в рамках кластерного развития мы планируем озадачить наших фермеров, наших КФХ, Чуйская область, простимулировать их сажать семечку в наших краях, в нашей стране. Они будут содействовать фермерам, которые производят сырье, принимая их продукцию, они будут перерабатывать. Это в первую очередь сбыт продукции для фермеров. Второе – это сырьевая база для переработчиков. И третье – это ценовая доступность для потребителя Кыргызстана и физическое наличие продукции на рынке.